книга Геннадия Николаевича, там, посвященная ему, началось все в 2001 году, когда вышла вот, большая книга-альбом «Разговор на расстоянии». Вот здесь она есть. Ну, на самом деле, конечно, еще раньше, потому что «Разговор на расстоянии» мы готовили в общей сложности в течение 2,5 лет. Была большая, очень сложная работа. Составляли мы ее вместе с Геннадием Николаевичем, и очень помог нам главный художник издательства «Лимбус Пресс» Александр Веселов, потому что очень сложный был макет. Одних оригинал-макетов было 5 или 6, это была почти трехлетняя работа по подготовке. И тогда Геннадий Николаевич несколько раз приезжал в Петербург, у меня жил, и я приезжал и сюда, и в Денисову горку. И потом был целый ряд презентаций. Первая презентация была в знаменитой «Бродячей собаке» в Петербурге. Длилась она там больше 4 часов. И Геннадий Николаевич замечательно рассказывал о своей юности, о петербургских друзьях, к которым он приезжал, и многих из которых уже к тому времени не было. Говорил он и о Бродском, он читал стихи. Петербургские поэты в его честь тоже читали свои стихотворения. Выступал театр в честь Айги, показывался фильм Марины Разбежкиной, была выставка Игоря Вулаха. Началось все с пресс-конференции для журналистов, которая шла не меньше часа, с участием вице-консула французского в культуре. Ну, потом был еще целый ряд презентаций и в Москве, и в Петербурге, и здесь. Была, конечно, тоже презентация в Чебоксарах. И эта книга стала очень известна, поскольку ее представлял генеральный директор издательства «Лимбус Пресс» практически на всех самых известных, самых знаменитых международных книжных ярмарках. Ну и, собственно, состоялась эта книга тоже благодаря тому, что Геннадий Николаевич был уже известен. Было очень много разговоров насчет того, что, возможно, Айги получит Нобелевскую премию. Мы долго директора обрабатывали, и в конце концов он согласился, сказал: ну ладно, вот, глядишь, получит твой Айги Нобелевскую премию, а мы прославимся. Вот. Но с Нобелевской премией не получилось. Ну, может быть, проживи Геннадий Николаевич еще несколько лет, это вполне вероятно, потому что его несколько раз номинировали. Да. Вот. А когда Геннадия Николаевича не стало, я вот задумал такую книгу, название которой подсказал мне во сне пришедший ко мне сам Геннадий Николаевич, и стала она называться «Айги книга». Она имеет очень сложную структуру, тут и очень короткие, емкие мемуары ближайших родственников, вот Галины Борисовны Айги, Евы Николаевны, близких друзей, Атнера Петровича, его друзей-художников, переводчиков, очень известных, благодаря которым его книги выходили вот и на шведском, и на английском, и на французском, литературоведы, исследователи авангарда. Тут несколько блоков, но один из блоков сложился из тех стихотворений. Ну, каждый из участников первого блока этой книги, который назывался «Пора благодарности», он выбирал по
5 своих любимых стихотворений Айги. И они составили вот корпус стихотворений Айги. Ну и, конечно, не обошлось без пересечений, потому что некоторым просто легче воспринять то, что он писал там в 60-е годы. Ну или просто какие-то любимые стихи совпадают, и все эти пересечения здесь тоже в комментариях учтены. Это тоже такой своего рода, квест, не квест, игра такая очень интересная. Ну, вот есть еще 2 раздела «Провинция живых» и теперь «Всегда снега», и как бы так, в приложении или отдельным тоже таким разделом поэма, эпос своего рода Атнера Петровича Хузангая под названием «Председатель земного шара» Геннадий Айги. И в этот эпос Атнер Петрович включил практически всех на тот момент известных айгистов. Это совершенно замечательный текст, но об этом, конечно, нужно рассказывать отдельно, долго. Сейчас уже практически собрана Айги книга номер 2. Она тоже будет довольно сложной по структуре, думаю, не менее интересной, может быть, даже еще более мощной. То есть это тоже и мемуары, и статьи, и какие-то заметки, и стихи. И планировали мы еще включить венок Айги, который давно мы уже собираем совместными усилиями. Что-то мне присылал вот Атнер Петрович, и какие-то знакомые поэты. Но эта книга в работе, к сожалению, из-за ковида, из-за всей этой нашей общей тяжелой ситуации, это несколько затянулось. Если бы не все эти обстоятельства, конечно, я бы сейчас наверняка уже приехал бы с Айги книгой номер 2. Вот. А книга, которую сейчас мы представляем, о ней разговор зашел вот в издательстве, в петербургском издательстве «Пальмира», когда меня пригласили туда в качестве консультанта. Ну и первое, о чем мы договорились, сначала предложили издать мою книгу, которая долго лежала в другом издательстве, не получила грант, тоже вот эта вся тяжелая ситуация. И договорились о том, что я сделаю еще несколько книг, и прежде всего вот книгу избранных стихотворений Геннадия Николаевича Айги. Я тут же связался с Галиной Борисовной Айги, она дала разрешение. К сожалению, тоже это все долго тянулось, было долго и мучительно, но в конце концов вот состоялось. И эта книга избранных стихотворений довольно большая, вот 300 страниц. Открывается оно эссе замечательного московского поэта Михаила Айзенберга, о котором я не раз от Геннадия Николаевича слышал очень лестные слова в его адрес. Эссе, по-моему, совершенно замечательное. Я позволю себе буквально маленький фрагмент. Айги был актуальным автором 50 лет назад, остается им и сейчас, после своей смерти. Не теряет актуальности его поэтический язык. Всегда в каждом стихотворении словно пойманный в движении, в становлении понятий. Стихи Айги состоят как будто не из слов, а из пауз, даже не из ряда пауз. Каждая вещь в целом есть одна невероятно напряженная пауза, из которой вот-вот возникнет главное, самое необходимое слово. Это состояние речи, в сущности, доязыковое. Слова взывают к дословесному опыту, к мышлению, еще не ставшему речью. Лучшие вещи Айги
это какой-то голос бессловесности, голос пространства, голос немой протяженности, одушевление природных сил, как будто человек говорит от имени или вместо темной воды, талого снега, мокрой земли. Аегис годами не отдавал, а набирал, приобретал. Это редчайший случай. Русские поэты не умеют стареть. Сам процесс старения в нашей поэзии опробован, но не отработан. И завершает он это свое замечательное эссе рассказом о последнем при жизни вечере Геннадия Николаевича в Чеховской библиотеке в Москве, на котором я тоже был и имел счастье наблюдать то, что как раз описывает Михаил Натанович Айзенберг, то, как Геннадий Николаевич, который пришел, ну, было видно, что он очень болен, что ему очень тяжело. Это вот даже и при взгляде на его лицо, у него было какое-то прям желтое лицо, ну, умирающий человек, это было видно по всему. Но когда он начал читать стихи, он как бы воскресал с каждой буквально секундой. И вот в конце, читал он довольно долго, было ощущение, что ну еще вот-вот, и он просто взлетит. Вот человек, казалось бы, вот умирающий совершенно человек. Вот. Это, конечно, совершенно удивительно. В эту книгу я включил, ну, конечно, это все очень субъективно, как и любой отбор. Я включал то, что мне самому казалось важным, близким, ну, по разным критериям. Ну, поневоле, конечно, приходилось ограничиваться, потому что, ну, вы знаете, что есть там в Москве семитомник, в Чебоксарах вышли уже 4 вот таких тома, готовится 5-й, ну, Атар Петрович, наверное, об этом скажет пару слов. То есть в одну книгу все включить невозможно. Вообще книг Геннадия Николаевича не было довольно давно. 7 лет назад Дима Кузьмин в серии «Арго Риск» выпустил маленькую книжечку «Расположение счастья». Это, собственно, реконструкция черновых текстов Айги, каких-то недописанных. Эту книгу подготовили Наталья Азарова и Татьяна Граус. Но это маленькая совсем книжечка, и не знаю, дошла ли она, есть в библиотеке, замечательно. Но вот эти вот 2 собрания сочинений, московское и чебоксарское, это тоже вот это 2009 год Москва и 2-й том, где собраны стихи на русском языке Геннадия Николаевича, это тоже 2009 год, то есть прошло уже больше 10 лет. Поэтому, конечно, очень важен выход этой книги, и только вчера, позавчера, мне позвонил издатель, главный редактор издательства «Пальмира», и сообщил, что сейчас они переиздают уже эту книгу, она разошлась, и еще раньше он мне говорил, что теперь это выйдет в переплете. То есть спрос и интерес, конечно, есть к поэзии Геннадия Николаевича. И вот здесь как бы 3 таких пласта. Сначала идут стихи ранние 60-х, 70-х годов, условно простые для восприятия, но, конечно, очень условно, потому что это непривычная нам силоботоника, это верлибры. Кстати, именно вот в это время появляется то, что больше всего мы с полным правом можем отнести именно к свободному стиху, к верлибру. Потом
система стиха у Айги усложняется. Ну, об этом мог бы целую лекцию прочитать Юрий Борисович Орлицкий, который тоже неоднократно сюда приезжал, стиховед, поэт, доктор наук. И сегодня у него как раз день рождения. Вот. Я его с утра поздравил, а он мне недавно писал и рассказывал, что сейчас уже подготовлен к печати большой том, или, может быть, это будет даже разбито на 2 тома, конференции, по конференции, которая недавно прошла в Москве. Это сабгировские чтения, но раньше это просто была конференция, посвященная Генриху Сабгиру, а в прошлом году было решено посвятить научные доклады 8 великим поэтам. Но она так и называлась «8 великих». Это, ну, можно было назвать не только Бродский, но такие книги уже с таким названием уже выходили. То есть это, конечно, и Бродский, и Леонид Аранзон, и Сабгир, и Геннадий Алексеев, и Геннадий Айги, и Виктор Соснора, и Игорь Холин. Не знаю, всех ли я назвал. И уже планируются следующие конференции, которые будут посвящены другим великим фигурам, потому что в одну конференцию, конечно, все не втиснуть. Вот. А эта книга уже практически готова, и состоит она из... Ну, вот по каждому поэту было там 6-7 научных докладов. Потом планируется еще приложение, которое тоже уже почти готово. Это вот небольшая мемуарная часть, тоже посвященная вот каждому из этих 8 великих. Вот. А возвращаясь к этой книге, вот начинается все со стихов, стихотворения 60-х, 70-х годов, потом идет, ну тоже условно говоря, усложнение, такая высокое косноязычие, если уж в системе координат Бориса Леонидовича Пастернака говорит. И в третьем разделе как бы возвращение к такой вот немыслимой простоте. Это 4 минималистических цикла: «Лето с Пранклем», «Лето с ангелами», «Что забредает в сломанную флейту» и «Ветер по травам», замечательный текст, который посвящен художнику и тоже другу Айги Игорю Улангину. И про Игоря здесь, конечно, тоже тут целая страница в примечаниях. Тексты емкие, и он сам их очень любил. Ну и за пределами этой книги остались в основном, ну и книги, конечно, тоже я включал не целиком вот в этот томик, но совсем пришлось исключить, ну, на что-то надо было ориентироваться, какой-то принцип выбирать, те книги, которые все-таки выходили отдельными изданиями вот с 80-х и уже по начало 2000-х годов. «Поле России», «Время оврагов», «Тетрадь Вероники», которая, к тому же, как и «Мир Сильвии», переводилась на, в общем, много языков. «Холмы двойники», «Все дальше в снега», «Поклон пению». Очень жаль, но объем диктовал свою. Ну, говорить о книге, конечно, нужно много и долго, для этого нет возможности, но важно еще сказать, что это, по сути, первое комментированное издание именно стихотворения Айги, тут где-то страниц 50 комментариев, и в основном я старался в комментарии включать
то, что говорил о стихотворениях, о том, как он пишет, о своих друзьях, о каких-то реалиях, что говорил сам Геннадий Николаевич в своих заметках, эссе, интервью, мемуарах и так далее. Единственное комментированное издание выходило в 2008 году. Его составил Григорий Михайлович Натапов, который сейчас мне прислал совершенно замечательные воспоминания о их совместной сайги юности, о 60-х, 70-х годах. Но в этот небольшой томик он включил не только стихи, но и какие-то прозаические тексты, эссе, интервью. То есть отчасти повторил структуру вот нашей книги-альбома «Разговор на расстоянии». Вот. Но я думаю, что надо дать возможность сказать. Человек, который посмотрел эту книгу, было время у него. Один день. Прочел все комментарии. Ну, стихи как-то мы и раньше читали, конечно, а комментарии первый раз. Но я действительно, когда я узнал, что готовится такая книга с таким названием, я начал думать об этом названии. Почему такое название вообще? Вообще это выражение «провинция живых», оно встречается в стихотворении Геннадия Николаевича, читая Норведа, стихотворение 80-го года, зимней записи. Там проходит оно рефреном в отдельных строках, когда провинцию живых пора покинуть, когда провинцию живых тоска покинуть, когда провинцию живых пора покинуть. Вот такой рефрен там идет в этом стихотворении, а стихотворение само оно как бы связано с той ситуацией, которая была в Польше в то время. Там солидарность, Лех Валенса, потом чрезвычайное положение, угроза советского вторжения в Польшу, там, и там все эти вот эти аллюзии, намеки там в этом стихотворении есть. Ну, не знаю, вот «Провинция живых», я вот думал над смыслом этого названия, потому что вот названия Геннадия Николаевича, они очень значимы, всех его книг или отдельных циклов, скажем, там типа «Одежда огня», там «Пора благодарности», ну и другие. Здесь можно подумать, это так, что какое-то такое негативное отношение к этому определению, что ли, провинция живых. То есть определение как бы родины, но эта родина является не таким каким-то столичным градом, скажем так, хотя Геннадий Николаевич много лет жил в Москве, вот, но это именно какая-то провинция. И там какая-то есть такая вот именно тоска, пора ее покидать, эту провинцию и так далее. Ну, не знаю, Арсен расскажет сам, почему выбрал название, хотя оно встречается в книге «Теперь всегда снега», которая вышла, это вторая книга Геннадия Николаевича, которая вышла в нашей стране в 1992 году, в издательстве «Советский писатель». Там есть такой подцикл небольшой, называется «Провинция живых» вообще. Но вот этого стихотворения, читая Норведа, в этой книге нет, тем не менее. Разве нет? Нет. Не знаю, я вчера очень внимательно смотрел, может, я пропустил, но нет. Здесь, я уж не помню, это надо проверять. Здесь есть такой, ну, как бы одна часть, которая так и называется, «Провинция живых». Туда входят «Теперь всегда снега», «Сон», «Горы», «Всегда чатка хиба», «Ветер». Три, значит, текста. Да, наверное, нет. Три текста. Его самого, вот это стихотворение как раз идет. Вот. Ну, что сказать. Действительно, это вторая книга с комментарием. А комментарий очень важная вещь. Вот я читал недавно филологические исследования Григория Винокура. И там замечательный комментарий Шапира. Он там сам поясняет, что такое комментарий. Потому что мы можем читать, конечно, сам текст без всякого комментария. У нас какие-то будут свои впечатления, чувства, понимание, непонимание, там, ну и так далее. Но все равно важен какой-то контекст, когда создавалось стихотворение, или там пояснение к некоторым именам. Например, я не думаю, что многие люди знают, кто такой был Валерий Ламах, предположим, скажем так, или Григорий Гавриленко. Это украинские друзья,
Геннадия Николаевича, Григорий Гаврилович художник, который ряд книг его оформлял, иллюстрировал. Валерий Иванович это философ, художник, там, и поэт, мыслитель там, и так далее. Он с ними очень был близко знаком, дружил и так далее. Вот такие пояснения, они нужны, конечно. Или, скажем, Андрей Волконский. Это люди из такой эпохи, того времени, которого уже нет, этого времени. И самих людей уже этих нет вообще. Кто такой Волконский? Ну, это сын князя Волконского, известный музыкант, там, композитор, руководитель ансамбля «Мадригал», который исполнял старинную музыку, средневековую, там, барокко, там, ну и так далее. Вот. Но это многие просто могут не знать вообще вот все эти вещи, поэтому такие комментарии нужны. К сожалению, наше собрание сочинений, которое выходит здесь, в Чебоксарах, оно, можно сказать, без комментариев, там просто данное пояснение, что где состоялась первая публикация того или иного текста. Ну, это вот, наверное, дело будущих изданий, такого академического, такого, что ли, какого-то издания вот, стихов Геннадия Николаевича. А комментарий, конечно, необходим. Он создает контекст временной, биографический, там, ну, разный такой вот. Сам дух того времени какой-то. Ну, и объем какой-то. Объем какой-то дает, дает какое-то другое измерение этому стихотворению. Потому что иногда можем, ну, сам Геннадий Николаевич, конечно, всегда очень считал важным, что обязательно любое стихотворение должно иметь дату написания. Ну и название, во-первых, или дату. Если названия там, конечно же, нет, то он просто писал без названия. То есть это было без названия, было как бы названием получалось. Ну вот дата тоже обязательно должна была быть. Вот. Ну, дата, он даже писал, что это для него как, ну, как домик, да. должна быть крыша. Да. Крыша это название, дата это как бы фундамент там какой-то там или это. Вот. Это действительно так. Ну, сама по себе дата тогда, может быть, для нас, ну, скажем, мы знаем, что в 80-м году были такие события в Польше. Но некоторые могут это забыть, это было уже довольно давно, 40 лет тому назад, получается. Многие могут и не знать этих всех событий, которые были в Польше, происходили тогда. Вот. Поэтому вот это какой-то контекст очень, конечно, важен. И вот этот комментарий, он раскрывает какие-то такие некоторые, ну, может быть, прямо несказанные смыслы стихотворения, ну, их, по крайней мере, дает их возможность понять как-то, осмыслить там и так далее. Поэтому я очень рад, что вот такая книга вышла. Действительно, она очень серьезная, здесь 300 с лишним страниц, 302, 303 страницы. Вот. Очень строгая. Потом вот действительно, вот я особенно говорил о трех таких, ну, как бы, частях этой книги. Вот. Ну, действительно, вот период там 70-е годы, 80-е годы довольно усложненная структура стиха Геннадия Николаевича. Вначале у него были там, ну, скажем, если возьмем знаки препинания хотя бы. Вначале были точки, запятые, там все нормально, тире там и так далее. Потом, значит, точки вообще исчезают. Запятая как знак не применяется вообще нигде. Применяется дефис, когда соединяется несколько слов. Этим дефисом это получается как бы одно такое сложное смысловое какое-то предложение, не предложение, слово, скажем так сказать. Вот здесь тоже провинция живых, оно входит в такие как раз контексты. Провинцию, потом дефис живых, дефис пора, дефис покинуть. Вот. Это как бы получается одно такое смысловое целое какое-то. Вот начинает вводить вот эти такие знаки, делая такое из нескольких слов, соединяя их в какой-то один общий какой-то смысл. Потом двоеточие, очень такое часто встречаемое стихотворение, знак препинания и так далее. Но об этом есть целое исследование специальное у этого американского. Ну, опять же, паузы, все эти пустоты. Ну, паузы, пустоты между строками, там где-то, скажем, не просто пробел, скажем, там 2 пробела, или 3, может, пробела там быть. Потом эти разрядки, скажем, там, или там отдельных слов, там, или написание некоторых слов с заглавной буквы, скажем, там. Вот здесь, скажем, это провинция заглавной буквы, тоска тоже заглавной буквы, провинция живых пора тоже заглавной буквы. Вот эти все моменты были для него очень важны, вот, и они, конечно, раскрывают. Ну, в конце, ну, действительно, он, как говаривал его любимый поэт Борис Пастернак, впал как
ересь, какую-то неслыханную Неслыханную, простоту. Да. Вот это однострочное стихотворение. Это ли это стихотворение, или просто какая-то сентенция, скажем так. Вот. Летосправцы, там, скажем, поле и камни. Все. Одна строка. Там, ну и таких много таких было. Лето с ангелом тоже там такого рода вещей много. Но я думаю, что здесь это, может быть, пришло от того, что в конце 90-х, начале 2000-х он работал вот над книгой «Поклон пению». Но эта книга, она как бы представляет такой вариации на тему народных песен там татарских, чувашских, удмуртских, марийских. Начал мордовский цикл, но его не завершил, там всего 5 у него получилось вариаций, всего их 100. Ну вот с этими мордовскими, которые были начаты, 105 получается. Ну, фольклор же он довольно как бы наивен и прост. Может быть, вот это его как-то стало привлекать, такая вот какая-то именно такая обнаженная, что ли, простота такая, выражение и так далее. И там вот именно вот в этих вариациях на тему народных песен, там как бы вот этого усложнения вот, структуры слова, предложения мы там не найдем. Там довольно все так, ну как бы в ключе, скажем так, или в тональности, что ли сказать, народной песни, скажем так, сделано. Вот. Эта книга как-то удивила многих людей, которые думали, что он такой сложный, герметичный такой, трудный для понимания, а тут вдруг такая какая-то наив какой-то, какая-то простота и так далее. Она на многие языки была переведена, вот, так же, как тетрадь Вероники. Ну, там тоже есть такого рода мотивы, тетрадь Вероники, но там только они местами, там где-то там какие-то народные песни тоже вспоминают, там и что-то пишет, а здесь специально как бы сделал такую вещь. Но это, наверное, возникло даже такое желание после того, как он работал над составлением антологии чувашской поэзии, которая вышла сначала в сокращенном таком варианте в 1985 году в Венгрии, затем итальянское было издание, затем, значит, английское, французское, эти два под эгидой ЮНЕСКО, последнее это шведское было. Вот, и часть антологии была опубликована на немецком языке в его книге, собственно, такая фольклорная часть как раз именно. Вот он работал с этими фольклорными текстами, комментировал их, объяснял переводчикам там, какие-то смыслы, какие-то отдельные слова, какие-то обряды, которые там упоминаются там, и так далее. Вот. И вот какой-то возник у него такой возможный интерес к фольклору. Хотя он писал в свое время, что когда происходило его становление как поэта, он как раз к фольклору относился очень отрицательно вообще, потому что вокруг все были такими, старались быть народными, такими писателями, поэтами там, и так далее. Писали в таком как бы нарочито, но псевдонародном, скажем, стиле, скажем так. Вот, а он как бы вот это не принимал. Но вот в конце как бы вот последние годы он проникся вот этим какой-то этикой, что ли, фольклора. Она все-таки, хотя и наивно выражена, вот, она очень глубокая, потому что она идет из каких-то там очень далеких времен и сохраняется каким-то образом в мировосприятии вот, людей, которые принадлежат к данному этносу, к данному народу. Вот, и что-то очень важное такое для них означает, конечно. Вот он к этому пониманию такому пришел. Ну, здесь вот в этой книге как раз эта структура в той определенной степени выдержана. Ну, конечно, «Поклон пению» действительно она выходила. Ну, мне очень отдельным изданием, да. И много раз выходила. Но мне очень жалко, что я не смог включить, по крайней мере, вот «Поклон пению» и тетрадь Вероники и «Мир Сильвии», потому что, ну вот я даже где-то писал о том, что по моему ощущению, если внимательно смотреть, вот, читать последовательно книгу «Тетрадь Вероники, посвященную дочери, старшей дочери, то видно, как постепенно вот у него проявляется вот эта тяга как бы к минимализму и к фольклору тоже, вот к такого рода тексту.
И в этой книге, конечно, ну и в комментариях, прежде всего, там есть какие-то наверняка ошибки и неточности. Я буду рад любым там замечаниям, исправлениям, дополнениям. Вы указали, чья это фотография вообще? А я им говорил, но они Одну строчку хотел заметить. пытался Надо сейчас сказать. Известная фотография Макаревича вообще. Да, Игоря Макаревича. Ну, сложно было уследить за всем, хотя я им просил, чтобы они это указали, потому что печаталось это в Москве. Ну и важно сказать о том, что сюда я смог привезти всего 3 экземпляра. Вот, с трудом выбил 3 авторских экземпляра, хотя мне обещали гораздо больше. Ну и для Галины Борисовны вот, ей переслали, слава богу, она уже имеет вот свои всего 3 авторских экземпляра, что, конечно, даже не очень прилично. Вот за то, что она бесплатно предоставила это право. Но можете сказать по поводу того, что можно будет приобрести? То есть будут у нас контакты? Да, во-первых, у вас будут контакты, а еще можно сделать даже проще. Печаталось это все в типографии, в московской типографии Т8, ну просто Т8. И если набрать в поисковой строке типография Т8, там, ну или московская типография, тут же очень легко находятся страницы, где адрес издательства, телефон, схема проезда, обратная связь. И если заказывать через офис вот этой типографии Т8, то прежде всего, ну, во-первых, это все очень легко и быстро сейчас делается, и они там присылают, и это будет раза в 2 дешевле, чем в магазине покупать потом за там, 500, 600, 700 рублей. Комплексно, то есть можно собрать заявки, как бы, да, Да. организовать и целенаправленно. Вот от национальной библиотеки связаться, заказать. Да. Будет гораздо еще выгоднее. Зная, сколько примерно экземпляров уже вот люди хотят приобрести. И еще вот очень важно сказать о том, что мне пришлось в уже вышедшие книги, даже в вашем экземпляре, я карандашом, на это, конечно, можно убрать, но чтобы не забыть, я уже вот в стихотворении, в комментариях стихотворения, посвященной Луизе Николаевне Юманка, уже исправил, ну там просто стояла дата рождения, сейчас пришлось вписать уже год смерти, к сожалению, она совсем недавно нас тоже покинула. И, ну, необходимо было вспомнить, какого числа это точно было. Это было, по-моему, 29 или 28 июня. Охранили 1-го. Охранили 1-го, вот как раз я сюда приехал 1 числа и, к сожалению, уже не успевал на отпевание, на похороны. Ну вот стихотворение Геннадия Николаевича, посвященное, ну, так и обозначено, сестре Луизе. «Вещи давнего дома. Чему спасаться? Только духу нищенства. В вещах он наших, жалких и прощенных. И словно воздух в воздух, тиха и одинока встреча их с единой емкостью, как свечное мерцание во тьме поминовенья нас». 67-й год. Вот. И в этой книге довольно много посвящений и детям, и друзьям. Но специально я, конечно, не выбирал, но так сложилось. Есть стихотворения, посвященные Еве Николаевне, вот, от Неру Петровичу. У него посвящений вообще много, Илья Николаевич. Ну да. Некоторые, причем только инициалы стоят. И вот сейчас мы гадаем, некоторые не знаем, кто это,
конкретно вообще, что за человек вообще. Просто инициалы и все. Ну, это действительно уже для будущего академического издания, хотя что-то уже, возможно, мы Сейчас кто поможет и вообще не расшифровать узнаем. инициалы. Для многих уже просто нет вообще, так сказать, людей. Ну, может быть, вот Я вот хотела бы спросить. Света, Игорь. Я буду тоже вам слово обязательно дать, конечно. Ну, вот немножко, конечно, Асаня сказала о принципе составления этой книги, но там все-таки хронологически как-то, да, в хронологическом порядке. Ну, в общем, да, тут дается движение от ранних к более поздним текстам. Ну и вот интересно тоже, конечно, какие стихи вошли вот в этот сборник. Вы уже сказали, что это любимые стихи каких-то его друзей. Хотела спросить, какое любимое ваше стихотворение? Может быть, почитаете? Ну, я уже говорил, что вот «Войди книгу», тут каждый из вспоминантов, тех, кто оставил там краткие мемуары, он выбирал по 5 любимых стихотворений. Ну, конечно, их больше, на самом деле трудно выбрать именно вот какие-то любимые стихи Айги. Ну вот 5 я включил, я могу один какой-то прочитать, да? Какой-то из таких коротких, наверное. Ну, может быть, вот это, чтобы долго не искать. Поле до ограды лесной. После белого поля, широкого нашего, постепенно чужого, перекладина издали наша, а пока я бунтую, моя. И царского сада бело на юру, сарабанда пространство, чистое, без удара и опять без удара. Одинокий и взрослый я с этого края пойму цвет дальнего края другого. Там, после зеленого логова, двойника людского понятия поле, черные тонкие ветви деревьев, и санки, и дети во враге, как ласты, чисты, далеки и слабы. Особенно в поле, с холодными шеями, и если душа, словно Бог, выясняет, что можно все шеи ломать, словно Бог, прозрачность без зрения любя, то в поле, заброшенном мной поверх глаз ради памяти, и дети на месте и я, и разрешены, как во сне постепенно, и быть, и смотреть, и болеть, и тайное что-то иметь непременно, особое что-то иметь, что с марлею схоже и схоже с бинтом оброненным, в доме пустом, но знающий ясно разрезы во мне, чистоты в чистоте. Я знаю, что есть и двойник погребенья, есть место, где лишь острова-двойники чистого первого, чистого третьего, чистого вечного, чистого поля. Но это вот как раз стихотворение из разряда тех, которые благодаря некоторым пояснениям самого Геннадия Николаевича, каким-то отсылкам к другим стихотворениям, посвященным детству, вот зная это, можно совершенно по-другому вот это, например, стихотворение воспринять и получить какое-то дополнительное превращение не только смысла, но, может быть, и духа, условно говоря. Вот это еще раз говорит о том, что вот эти комментарии насколько важны. Очень Айги ведь преподают в школе, и преподают в вузах. И к нам очень часто приходят на уроки старшеклассники, учителя очень любят к нам приводить
на просветительские уроки, чтобы мы рассказали о творчестве Геннадия Айги как-то попроще, что ли, чтобы мы могли как-то объяснить. Мы не все можем, мы не литературоведы. И в такие книги, которые выходят с комментариями, по упоминаниям контекста, с объяснением, откуда взят эпиграф, и вообще, насколько это ценно и насколько важно, опять-таки, для просвещения нашей молодежи. Спасибо огромное. То есть, вот от нас, именно как от зала Айги, где проводятся такие просветительские уроки, вот прям низкий поклон за эту книгу. Это самое ценное, вообще очень ценное, очень важное для нас. Ну, зал Айги, вот насколько я помню, вот его размеры, его, конечно, мне кажется, требуется расширять. Тем более, что если в России сейчас выходят книги не так часто, то во всем мире, в разных странах постоянно появляется. Вот недавно была книга там где-то в Португалии, большой том на эстонском языке. Сейчас вот китайцы делают большую книгу, там еще кто-то. То есть все время книги Айги в мире появляются. И их нужно представлять, и для них вот нужно расширять пространство. Но это уже к Розе Михайловне, наверное, вопрос. По поводу расширения пространства, что в зале Айги там же не так много места, а книги все время новые появляются, не только в России. Кстати, по поводу новых книг, сказать, что Айги давно не выходил в России, а вот мы богаты. Мы в 2020 году, у нас Игорь Улангин в 2019 году к юбилею Геннадия Николаевича выпустил свою интерпретацию книги «Поклон пению» со своими рисунками удивительными, и по которым потом была сделана целая выставка большая в Дни памяти Айги в феврале 2020 года. Выставка называлась «Поклон Айги», графика Игоря Улангина, где была представлена и эта книга в отдельных иллюстрациях, и другие работы Игоря Улангина, в частности, книга Бельмана тоже была представлена графика. Сам блистательно отсутствовал при этом. Ну, это было запланировано, да. Я должен был уезжать как раз в Санкт-Петербург с другим мероприятием. Там было очень много работы, чтобы подготовиться. Мой брат сказал, что ты можешь не приходить, пожалуйста. Ну, старшего брата надо слушаться. Так получилось, да. Но я думаю, что это не последняя выставка зала музея. Что-то планировали, я еще сажусь впереди, что будем готовиться. Но я хотел сказать, что книжка, которую я издал, второе издание, получается, что это книжку мы делали вместе с Геннадием Николаевичем, когда у нас были бельгийские чтения в Самаре. Мы для Самары ее готовили, то есть это книжка, которую он видел, да, погромче. Неожиданно у меня голос стал громче. Да, ну вот, я хотел сказать, что и издательство Free Poetry, оно было создано вместе с Геннадием Николаевичем, на самом деле, потому что, мне не хватило бы какой-то наглости, уверенности и вообще компетенции, чтобы самому это все начинать. Он сказал, и вообще первая наша была встреча с Геннадием Николаевичем, это на его первом, после большого перерыва, и может быть даже первом вообще в Москве, выступлении в Доме литераторов. Это был 80 какой-то год, я уж не 87-й или... Вот, и на этом вечере мы с ним познакомились. Я подошел к нему уже после выступления на сцене. Там был наш многоуважаемый Атнер, по-моему, тоже был, да? А ты не... Ну, там было вот, как его, Тургай. Там был Тургай, молодой Тургай был. Мы с ним там немножко пообщались. А потом я подошел за автографом Геннадию Николаевичу, вот уже после, так сказать, выступления. Там было большое, вокруг него большое кольцо его, там сказать, почитателей, друзей. Ну, в общем, я подошел, он сказал, да, интересно, а кому подписывать? Я говорю, вот Игорь Улангин. Он так на меня посмотрел, говорит,
а ты не сын замечательного спортсмена? Я, конечно, говорю, ну, конечно, я сын младший, причем. Вот, и он вот так очень удивился, и мы как-то так немножко друг друга запомнили. То есть он меня, наверное, запомнил, но я же, конечно, не мог забыть, само собой. Вот, а потом были его приезды из Москвы в Чебоксары на выставке на нашей выставке молодых художников, где мы там пытались переплюнуть Джексона Поллока и компанию. Вот. Ну, ему это было тоже интересно, потому что он с художниками работал и в Москве, и все. Я как бы, и мне тоже было вот эти связи его интересны. И мы с Олегом как раз его на этот счет очень сильно как бы спрашивали. И тогда, и вот из этих наших как бы разговоров и какого-то вот стремления узнать ближе его круг художественный. И вот и возникла выставка «Мир этих глаз», Айги, его художественное окружение, потому что, ну, я приезжал в Москву, смотрел выставки на Малой Грузинской, там Зверев, Плавинский, все. Это были просто для нас кумиры, как, так сказать, неофициального искусства, что-то интересное в Москве именно происходило вот в этих залах, не Манеж, ничего, где уже все было понятно давно. Вот, и вдруг выяснилось, что Айги всех знает, и все его знают, и он очень там, большая коллекция его работ этих художников есть. И вот из этих наших как бы разговоров и возникла и первая выставка «Мир этих глаз», и вторая выставка «Мир этих глаз», и приезжал Вулах, приезжал Игорь Макаревич, мы там со всеми познакомились, я был в гостях и у того, и у другого. И для меня это, как художника, конечно, открыло какие-то горизонты. Ну, то есть можно было обсуждать, что-то спрашивать. Николаевич для всех нас открывал горизонты. Да, ну то есть, да, вот, скажем, художественный музей. Да. Ну вот что, художественный музей, я работал в художественном музее, я знаю всю коллекцию, я ее описывал, да. Я считаю так, что художественный музей сделали два человека. Это вот Николай Судяков, который в 70-е годы покупал картины Фалька, там Вулаха нет, но ну вот как бы весь московский такой неофициальный, неофициальный круг художников, да. Потом, 3 человека. Потом третий человек — это Георгий Исаев, который привез всю коллекцию Ивана Дмитриева, да, из Москвы. Ну, он просто пришел с письмом, где было написано, что вот Иван Дмитриев просит правительство Чувашии о предоставлении ему квартиры, чтобы перевести все им создано, весь свой фонд как бы в Чувашию. Как бы он может потом это все завещать музею. Вот. И он уже правительство в то время, понятно было, какое, оно отказало. Но письмо сохранилось, и с этим письмом Исаев приехал, значит, в Москву к вдове, и все. И сам увез в Чебоксары вот эту огромную коллекцию этих работ. И, в принципе, вот если люди разбираются, они понимают, что вот с такой коллекцией Чебоксарский музей может быть первым в Поволжье, может быть, даже в России, потому что это работы уровня, ну, не знаю, там Линтулов, Фальк, где-то близко к этому. Вот. А третий человек, который создал коллекцию музея, это Геннадий Айги, который всю коллекцию вот этой выставки «Мир этих глаз» как бы оставил в Чебоксарах. Вот. Если говорить об этом, ну, о роли его вообще вот для Чебоксар, для людей. Дроников сколько работ оставил там в музее? Ну, Дроников вообще оставил, я не знаю, очень много. И для Национальной библиотеки большая коллекция его книг. Все книги, которые он издал. Да, я знаю, да. Ну, может быть, я не обо всем. Да, конечно. То есть это человек, который был таким мостом в искусство и Западной Европы, скажем, все его друзья, когда он говорил, что вот там выставка в Чебоксарах, и его одного было слова достаточно, чтобы люди соглашались и привозили. Это, конечно, удивительный факт. Ну, то есть коллекция Викстона, да, когда вдова приехала и общалась там с президентом, и приезжал Юхан Эберг, который культурный атташе шведского посольства. Я помню эту историю, то есть вот этот момент, значит, вдова сидит
то есть Николай Федоров, ну, президент, он только что вот, ну, совсем такой был, первый год там у него было управление, он совершенно подошел, ну, ему было интересно, на самом деле ему было интересно. Он пришел, подошел, значит, к вдове, сидит, они общаются, и Юхан Обик бегает, значит, по аудиториям, там где-то в этих, на Национальном музее, где музей Ленина, там такие закуточки. Он выбежал в большой зал и смотрит, говорит, где фотограф, где фотограф? Почему это никто не снимает? Там моя... Да, Десси. И вот как, значит, моя знакомая Таня Чернова говорит, да, я сейчас сделаю фото. В общем, да, исторически фотография была сделана. Да, ну много можно вспоминать, да. И вот эти книжки, конечно, то, что делал он, первое издание было независимое издание книги Бельмана. То есть это было первое издательство независимое Русика. И это было очень, так сказать, при большом стечении большое событие. Значит, лежала стопка, 100 книг издали, и мои были там иллюстрации, и как бы вот, когда у нас дело дошло до иллюстрации к Бельману, то есть он искал иллюстратора, и Олег ему показал какие-то там мои рисунки, вот такую пачку я принес, то есть я где-то там месяц сидел и работал. Олег говорит, ну я ему показал, он начал смотреть, сразу посмотрел, говорит, ну это все, это пойдет, все, это годится. Ну то есть человек по одному штриху может определить, годится или нет. Ну вот такая была история. И, конечно, мне было с ним очень интересно работать. Потом он лежал в больнице, мы с ним, значит, ходили. То есть я приходил в больницу, мы гуляли, он там рассказывал о каких-то, ну, про художников, там что-то меня спрашивал, вот. И я все время рисовал, ну, как Дроников. Вот я был такой чебоксарский Дроников, у меня все время был блокнот, я что-то там рисовал. Мне было интересно. Не, вот книжка, кстати, Мирзаев, Макаров, Кротков и Улавгин. Это как бы из той серии, когда я много рисовал. Там тоже много рисунков Петербурга. Я был вот в гостях у Арсена. Можно я ремарку вставлю? Вообще он придумал стиль, ну, интимизм. Интимизм, да. Не, но это... Какое направление в искусстве? Да, это не с натуры, но это как бы, да, там внутри есть. Ну, короче, был рисунок Айги, который я сделал, когда он в пальто, вот идет в больницу, там я ему говорю, а можно... Вот вы постоите чуть-чуть, я быстренько там нарисую. Да. Кстати, вот на обложке. Да, и вот этот рисунок я потом это как бы. Портрет Да. Специально его. Ну да. Ну, в общем, вспоминать можно много, но то, что, вот скажем, потом была инициатива и Татьяны, и насчет книжки «Поклон пению». Да. То есть у меня были идеи, как бы сделать, ну вот времени нет, надо подождать, чего. А Татьяна говорит, ну давай, вот ты сделай открытки нам. Все, и у нас есть бюджет, и все. И когда говорят слово «бюджет», это является последней каплей. Я, значит, все оставляю, занимаюсь. И я сделал то, что я хотел. То есть я сделал шелкографии, цветные причем, да, и, ну... Они были на выставке, вы их все видели, да. Для меня это было тоже вот продолжение разговора с Геннадием Айги, который уже от нас как бы, ну, то есть на расстоянии, таком расстоянии. И вот сейчас эта книжка, тоже последняя книжка «Поклон пению», второе издание. Я тоже делал уже, ну, не знаю, осень, но я как бы уже сам, потому что я подумал, надо как-то вот это продолжить, что-то по-другому, как-то еще дополнить, и мне показалось, что будет интересно. На самом деле, по-моему, получилось довольно-таки интересно. Есть такое предложение, «Поклон пению» издать, так как там марийские, татарские, там, удмуртские песни, привлечь и художников из Удмуртии, из Татарстана, там, из Мариэл, там, и так далее. Колоритно. Ну, это интересно, но я знаю там всех художников, в принципе, кроме марийских, татарских я знаю, да, удмуртских так не очень. Но это, правда, может получиться какая-то... Не, если вот как... Да, есть... Не, вот если по национальному признаку художников избирать, немножко как-то это... Мы будем их вытягивать, они еще, может, даже не понимают, чего от них хотят. Это должно быть, ну, как бы, исходить из самого, из души автора. Да. Неважно, где он живет, да.
Ну вот жалко, что не смог прийти старший Улангин Олег, он приболел. Олег очень много делал, особенно в последнее время, и вот когда было 85-летие Геннадия Николаевича, оно широко отмечалось там и здесь, и в этих вот наших столицах более крупных. Там он проводил вечера, посвященные Геннадию Николаевичу в Москве, и выставку делал, там, и вечера были посвящены и музыке, и кинематографу, и поэзии. И потом в одной петербургской галерее, которая называется 12 июля, ну, вот мы вместе с ним, там, с художниками этой галереи, сделали выставку под названием «Светом в свет». Потом она переехала к нам Потом в она Национальную уже библиотеку. здесь показывалась. Ну, жалко, что Олег вот перегрелся на солнце немножко. Ну да, там я еще хотел дополнить, там интересный такой сюжет, что у нас, вот, ну, у нас есть в библиотеке вот, издание, которое сделано в Швейцарии, литографское издание, это Юкер и Айги. Да-да-да, ну вот, и, ну, казалось бы, где Швейцария, где Юкер, это всемирно известный художник, там, просто, там, я не знаю, звезда мировая, и где мы, и все такое. Но вот Олег смог связаться с Юкером, на самом деле, ну, его сын вдруг откликнулся, и они просто пошли навстречу и прислали для этой выставки в Петербурге, там было очень сложно все это передавать потому что ну, это все очень долго, но они помнят, они как бы для них это важно, и они прислали на эту выставку работы Юкера, новые работы, специально сделанные. Которые в результате здесь. Главное, что он сам не забыл. Ему сколько? Ему тогда было 90 лет, по-моему, уже. 90 лет, да. Не, это, конечно, удивительно, потому что я вот подумал еще о том, что немецкие художники, которые вот знали Айги, и они как бы живы и живут в Берлине, вдруг эта выставка для них оказалась просто какой-то центральной. Они говорят, там, где Юкер и где мы, и эта выставка в Петербурге, срочно нам присылайте эти каталоги, мы будем везде показывать. То есть получается, что и Чебоксары, и Петербург вдруг стали какой-то точкой, да, мировой столицей для них искусства. Надо сказать для тех, кто не знает, что все эти работы были переданы в дар Национальной библиотеки, хранятся у нас в зале Айги. Да, вот. Мы стали обладателями просто уникальной коллекции работ немецких графиков. Да, но имя Юкера, под именем Юкера, это вот вся, ну, как бы, все современное искусство в Европе. Да. Поэтому я не знаю, как сказать. У нас время выходит уже, да, то есть мы уже обязательно обо всем поговорим. Хотелось бы завершить наш разговор какой-то вот ремаркой. От Нера Петрович, это только к вам. Ремаркой. Вот здесь, я думаю, что разговор лучше не завершать вообще, лучше продолжать его. Здесь действительно замечательное вот эссе Айзенберга. Оно такое емкое, сильное. С ним можно, конечно, и поспорить в некотором смысле. Он нам говорит, что вот Айги возвращается к такому какому-то дословесному какому-то опыту, мышлению и так далее. Я думаю, наоборот, вернее, он как бы преодолевает такой обычный наш бытовой язык, ну, которым мы общаемся друг с другом, так в обычной такой жизни. Вот в этом своем поэтическом высказывании он делает какой-то совершенно другой язык, которым он старается говорить нам, для нас, о таких очень важных вещах, так сказать. Ну, там, жизнь, смерть, любовь, там, ну, и так далее. Их не так много. Вообще, я считаю, что в жизни человека вообще всего 3 события происходят. Во-первых, он родился, рождается человек, потом у него происходит, может быть, любовь, там рождаются дети его, а потом умирает. Все, больше событий нет. Но любовей может быть несколько, конечно, там у разных людей по-разному. Вот такие важные вещи он говорил. И то, что вот эта книга вышла, здесь тоже
таких, как сказать, ну, не знаю, мыслей, образов, смыслов очень много. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Спасибо, Арсен. Да, спасибо большое. Ну, спасибо всем нам. И на 4-й странице обложки, ну, да, это тоже элемент серийного оформления. Вот Олег Уланкин очень ругался по поводу того, Вот что это что ли? ну, вот серийное оформление, вот эти фотографии. Ну, серийное оформление – это серийное оформление. Были другие книги уникальные, сделанные художниками. Будут другие книги, еще, может быть, более уникальные, но это серийная книга. Вот. И вот это серийное оформление предполагает, что здесь вот сзади несколько цитат, ну, их всего 3, там вот из романа Якобсона, из Жака Рубо. Ну, Якобсон, наверное, самое известное высказывание, что вот, я хотел бы назвать экстраординарного поэта современного русского авангарда Геннадия Айги. Жак Рубо — это тоже всего 2 строчки, но я специально выбирал такие очень емкие и лаконичные. Жак Рубо — самый оригинальный голос современной русской поэзии и один из самых необычных голосов в мире. Вот эта статья, откуда взяты эти строки, она была опубликована в таком специальном литературном предложении в газете «Монт». И называлась она «Айги Чуваш». Называлась она. Сама это, ну, такая, небольшая такая, ну, такая заметка, ну, эссе, можно сказать. Вот, и завершается цитата из Ольги Седоковой, которая написала, по-моему, одну из, может быть, лучших статей о Геннадии Николаевиче. У нас мало кто представляет меру востребованности Айги в мире. Она огромна. Айги был звездой первой величины в современной мировой поэзии. О нем говорили как о живом классике, новом Маларме или новом Целане. По-моему, очень важные слова. И далеко не все представляют, что на самом деле это фигура не только там, чувашской поэзии, не только российской поэзии, но и мировой, и это все по большому счету, по гамбургскому счету. Да, было же большое событие в Третьяковской галерее, как раз, ну вот как раз с Айги связанное, то есть по Айги, и Седокова приходила, мы с ней там как бы общались, она очень, ну, немножко по-другому говорила, но очень также в таком ключе человека, который разбирается, что называется. Раз книги востребованы, очень хорошо, что они выходят. Самое главное, итог нашего круглого стола, пусть Айги продолжается. У нас прямо становится девизом. Айги продолжается. Спасибо всем. Спасибо нам всем.